Я приветствую всех участников и по просьбе организаторов я бы хотел поделиться теми наработками, которые у нас есть в взаимодействии с рынком, в процессах, которые мы выстраиваем. Возможно, это позволит лучше всем почувствовать, каким образом все сейчас работает в целом в креативных индустриях и в процессе формирования новой экономики, креативной экономики. И, соответственно, перенести эти подходы в библиотеки, поскольку библиотеки, как можно назвать одним из третьих мест, которые есть сегодня у человека, можно довольно много дать и настроить. Я бы хотел обратить внимание на то, что в центре креативных индустрий, в понимании этого термина и в основе инфраструктуры очень важный новый аспект для нас, для всей страны и для нашего мировоззрения, нашего понимания – это интеллектуальная собственность. И, конечно, когда мы говорим про креативные индустрии, мы совершенно точно говорим, что это тип экономики, и он основан как раз на вот этой капитализации интеллекта. И по этой причине нужно, соответственно, для себя определять, на что мы направлены. И, соответственно, я бы хотел обратить на это внимание, что вот капитализация интеллектуальной собственности – принципиальный момент в новом понимании того, что сегодня у нас является центром нашего движения и ключевым моментом, при котором мы должны понимать, каким образом и чем мы хотим заниматься, когда мы говорим о креативных индустриях. И сегодня абсолютно точно, учитывая ту гибкость, которую креативная индустрия дает каждому человеку, вовлеченному в этот процесс, мы видим, как даже перечень креативных индустрий в разных рубрикаторах, начиная от ООНовского и дальше уходя в отдельные страны, либо даже в нашей стране, уходя в приоритетный перечень, как они меняются, как от 14 это может вырастать до 16, или наоборот быть закрепленным до 9, как это в Японии, например. И все это говорит об вот этой гибкости, которая на самом деле на что указывает? Любая индустрия может быть креативной, если в ней появляется вот этот вот объект защиты, если в нем появляется процесс, который направлен на формирование вот этих нематериальных активов. И это очень важный аспект, быть нацеленным на этот процесс. И если попробовать сразу приземлять это на библиотеки, на пространства, в которых люди могут и получать знания, и встречаться, и взаимодействовать, если библиотеки начнут формировать условия для таких действий, для получения такого результата, как раз формирование нематериальных активов, формирование условий для формирования этих активов, то, конечно же, это все позволит органично встроиться в процесс развития креативных индустрий и то, каким образом, собственно, это должно работать. На сегодняшний момент, конечно же, креативные индустрии очень мощно растут, учитывая то, что происходит в других направлениях экономики. Если говорить про креативную индустрию, то здесь от 6 до 15% ежегодно. И этот процесс на самом деле иллюстрирует, насколько динамично все в этом секторе происходит, в этой области. И, соответственно, это то, что должно нас постоянно напоминать, где мы находимся, поскольку мы с вами видим цифры относительно того, какая доля ВВП сегодня в креативных индустриях в России. Да, это ниже, чем в странах, которые раньше начали этим заниматься, там, например, та же Германия с 10-го или Япония с 10-го года, а мы вот к этому пришли вот на 2020-2021 год, еще не так много времени прошло, учитывая, что креативная индустрия основана на длинной воле, на длинных процессах, и здесь от 5 лет точно нужно вкладываться активно в инфраструктуру, чтобы приходить к каким-то результатам. Так вот, сейчас мы имеем 2,4%, мы должны прийти к 6%, и понятное дело, что даже вот в этих цифрах кажется, что не очень много, но по факту огромная сила заложена помимо экономической, еще социальная, очень такая индивидуальная история, которая позволяет каждому человеку найти себя в этом процессе
встроить себя в современную экономику, в современные процессы, где человек становится не просто индивидуальностью, но он становится активным актором создания окружающей среды, влияет на жизни других людей. Это очень ценно, это очень важно для современного человека, и где как раз не в креативных индустриях эту историю проявлять. А если попробовать сузить это до некоторых действий, которые мы со своей стороны сформулировали, нужно сказать, что якутский опыт точно так же нам помог в формировании вот этого блока, вот этого перечня процессов, которые наибольшим образом приводят к развитию инфраструктуры. И я думаю, что всем участникам, которые связаны с библиотеками, было бы, наверное, хорошо подумать над тем, как встроиться в этот процесс, что именно может делать библиотеки в этом контексте, поскольку это очень, ну, скажем так, средний по стране такой стандарт того, как прийти к результату. Мы с своей стороны определили 6 шагов. И, во-первых, они основаны на том, что в наших регионах, по всей стране огромное количество опыта накопилось, который позволяет увидеть, как по-разному можно подходить к тому, что называется развитие креативных индустрий, креативной экономики. И здесь мы видим, что не существует одной и той же модели, но есть кросс-индустриальные действия, которые позволяют быстрее приходить к какой-то своей теме, своим подходам, вырабатывать свои направления и свои приоритеты. И первый шаг, который из 6, это, конечно, выявление лидеров. И это то, что позволяет сразу же понять, а что происходило уже до того, как мы начали думать об этой теме, как мы начали думать о креативных индустриях, креативной экономике, как это стало частью нашего повседневного действия. Так вот, первое – это выявление лидеров, которые уже без какого-либо участия нашего с вами инфраструктурного или государства, они уже делали какие-то свои предприятия, проекты, запускали процессы, объединяющие сообщества, формирующие повестку внутри своего блока, своей темы. И везде, как мы это уже увидели, изучая огромное количество территорий от Калининграда и до Якутии, в том числе, мы увидели, что огромное количество проактивных творческих людей существует уже. Они, как правило, разобщены, потому что в первую очередь сосредоточены на своем деле, и необходимы те люди, которые позволят им объединяться, видеть общие цели и настраиваться на вот то взаимодействие развития, о котором мы все с вами мыслим и куда направлена наша с вами работа повседневная. Здесь мы со своей стороны предлагаем инструменты по как раз исследовательской деятельности. Я всех обращаю посмотреть в очередной раз 100 Most Creative Russians сайт и отдельно обращаю внимание на сайт Якутии, на сотню Якутии, потому что там огромное количество, с моей точки зрения, прекрасных вот этих лидеров, которые уже со своей стороны много сделали для региона и в целом для страны, создавая свои уникальные процессы и формируя сообщество. Это очень важно, поскольку только через взаимодействие с такого рода людьми, с такого качества людьми формируется повестка и формируется круг единомышленников, на которых можно опираться на следующих этапах. Какие следующие этапы? Это, конечно же, приоритеты. Приоритеты в направлениях креативных индустрий, поскольку мы уже говорили, перечень или рубрикатор их огромен, и от региона к региону, от страны к стране это меняется в зависимости от того, какие процессы, где как складываются экономически. Ну, так вот, при определении таких приоритетов это очень важный шаг для того, чтобы понять, а в чем мы сильны, и в этом смысле прекрасен опыт и Германии, и Голландии, где вплоть до малых городов, вот, например, в свое время мне довелось на мероприятии, посвященном как раз международным креативным индустриям, посетить пригороды Эйндховена, и там удивительным образом города по 50 тысяч человек, 70 тысяч человек, полностью все сфокусированы на какой-либо одной теме. Где-то это вопрос социальной адаптации людей, и весь город 50-тысячный работает на эту инфраструктуру. Где-то это работа с людьми, которые
потеряли дом или просто живут на улице, и они формируют какие-то свои особые подходы к развитию этой темы, исправлению этой ситуации. Где-то это управление дорожным движением с помощью искусственного интеллекта. Вот представляете, целый город в 50 тысяч человек, небольшой, казалось бы, но когда ты понимаешь, что это огромная лаборатория по развитию конкретной темы, это, конечно же, уже совершенно другое ощущение от того, что здесь происходит. Так вот, собственно, такие направления для каждого города, каждого даже, может быть, муниципалитета, они могут складываться из вот этой работы, изучения особенностей ландшафта и присутствия определенных уже направлений исторически или просто контекстуально. Вот бывает, люди переезжают и перевозят с собой целое направление, как это происходит сейчас, например, в Переславле-Залесском, куда Борис Акимов, бывший организатор «Лавки-лавки», переехал со всей своей семьей и перевез с собой сообщество, темы, которые сейчас поднимают локальные сельские территории, формируют совершенно новый притягательный образ деревень через деятелей, которые туда перебрались из городов, потому что просто устали жить в городах. Дальше мы идем к третьему шагу. Третий шаг, конечно же, это управление. И вот здесь, мне кажется, взаимодействие библиотек, как таких центров по сбору людей, объединению людей, оно может быть уже заметным, значительным. И здесь, конечно же, очень важный аспект создания проектного офиса. В Якутии он есть на базе Корпорации развития Республики Саха. Но понятно, что эта деятельность, она должна прирастать единомышленниками и отношениями, которые позволяют людям в этом процессе чувствовать, что у них есть разные возможности себя проявить вот в открытом режиме, когда нет какого-то одного пространства, куда все время нужно приходить, а есть разные точки, где можно встречаться, объединяться, договариваться. И вот, собственно, библиотеки, мне кажется, это такие могут быть общественные представительства вот этого проектного офиса, где может быть взаимодействие с людьми, создание условий для их для популяризации темы и для обратной связи людей. И в этом смысле очень хорошо в качестве примера, иллюстрирующего, как эта популяризация происходит уже в этом году, вот летом, буквально месяц, даже меньше месяца назад еще в этом все месяце происходило. Москва-фест, который случился в рамках Российской креативной недели. Вот это, наверное, важнейшее событие, с моей точки зрения, для развития инструментов популяризации нашего сектора, когда огромное количество павильонов тематических с участием очень таких непубличных экспертов вышло в публику, вышло в общество, вышло на постоянное взаимодействие с людьми в течение недели. Была работа, я в нескольких павильонах тоже принял участие, поговорили с людьми, пообщались с ними, поотрабатывали их обратную связь, их вопросы. И вот в одном из павильонов, где мы говорили о нашем проекте Wonder Russia, кстати, здесь тоже опять мы с Якутском мы взаимодействовали и исследовали локальных креативных предпринимателей и уникальные продукты, именно продукты, которые производятся предпринимателями, живущими в Якутске. Так вот, собственно, в рамках обсуждения этого проекта Wonder Russia мы создали фабрику запуска креативных продуктов, через который мы показывали людям, как за короткий период времени при получении нужной консультации, нужной обратной связи можно сформировать свой собственный продукт. Мы за 15-20 минут проходили все этапы формирования такого продукта и в результате приходили к первым наработкам, которые человек уже мог на себя примерить, что именно у него своего уже может появиться, буквально, если он захочет это делать дальше. И ясно, что вот без 5 минут это предприниматель или же продюсер, который может запустить интересную тему. И вот библиотеки или пространство постоянного открытого доступа, они могут формировать такие схемы, такие механизмы, такие условия для взаимодействия с людьми. И здесь, конечно же, связка с проектным офисом очень важна, потому что нужны эксперты, потому что нужна какая-то регулярность, нужен высокий уровень организации этого процесса. Но при этом важнейшим остается доступность такой информации. И говоря о том, где это могло бы быть, библиотеки, на мой взгляд, в этом смысле могли бы такую роль выполнять. Четвертый шаг – это план конкретных мер, но здесь можно ориентироваться на правительственный план. Там достаточно много сказано про то, какие шаги необходимо выполнять, в том числе относительно библиотек тоже есть
комментарии. Понятное дело, что пятым шагом здесь нельзя не пройти. Это культура и условия для развития вот того самого нематериального актива субъектов креативного предпринимательства, поскольку здесь очень важно работать с пониманием, что разработанное, созданное человеком какая-либо идея, продукт, решение, да даже какая-нибудь схема, любое минимально рабочее решение, они должны быть защищены. Потому что если мы выходим на территорию нематериальных активов, экономики, где человеческий капитал в первую очередь себя проявляет, конечно же, мы должны осознавать, что человеческий капитал строится на тех идеях, концепциях, которые как раз позволяют ему показать свой потенциал. И если мы это никак не защищаем, если мы не формируем вокруг этого условия для того, чтобы это можно было пользовать и монетизировать автору, то, конечно же, мы превращаемся в какой-то хаос, где непонятно, а что мы на самом деле строим. И вот создавать культуру защиты такой, это очень важно. Я буквально пару недель назад выступал на ВК-фесте, где как раз вот открытая площадка, много людей, которые любят ВКонтакте, которые любят много контента, музыки и так далее. И вот тема интеллектуальной собственности, она очень сильно зацепила широкую аудиторию в том контексте, что люди не знают, какие существуют сервисы для защиты, они не понимают, как это все работает. Да даже мой такой эмпирический процесс по исследованию ландшафта показывает, что даже крупные компании, которые работают уже десятилетиями на рынке, часто даже не регистрируют свои товарные знаки, не регистрируют логотипы, названия, чего уж говорить о каких-либо разработках, которые у них появляются. Многие просто не видят в этом потенциал или не видят в этом возможностей своих. На самом деле, вот в текущем состоянии, вот в текущей уже осознанности мы должны людям это объяснять, потому что через это, конечно же, формируется совершенно новый тип человека. Человек, у которого есть что использовать для собственного развития. И здесь я, наверное, обратил бы внимание на очень такой, с моей точки зрения, иллюстрирующий тезис. Прошлый век – это был век больших идей, которые могли в течение целых десятилетий двигать общество к какой-то мечте, образу и так далее. Но в наш век диджитализации, век активного развития технологий, смены поколений технологий просто каждый год, мы пришли в эпоху большого количества идей. И вот когда мы живем в эпоху большого количества идей, условия защиты таких идей – это очень важный аспект, потому что без него абсолютно невозможно выстраивать экономику. Ну и заключительный шаг, который мы для себя сформулировали, конечно же, это экспорт. Креативные индустрии без экспорта не живут. Да, у нас есть довольно сложная ситуация в отношениях с предыдущими странами, куда экспортировались наши продукты, куда предприниматели могли отправлять все свои разработки. И, конечно же, это сильно поломало привычные механизмы взаимодействия, но, тем не менее, у нас есть много уже сложившихся других направлений, которые прорабатываются активно. Мы видим там возможности. И, конечно же, налаживать эти процессы – это тоже очень важный момент, который позволяет почувствовать каждому предпринимателю, что он нужен далеко за пределами своей страны. И об этом надо всегда думать. Вот в этом контексте, конечно же, мне кажется, важно поговорить еще о том, а как все-таки прийти вот к тому, что каждый из нас может создать. Да? Очень важный момент – это разработка того, что можно потом защищать, использовать в качестве собственного актива, переводить как раз на рельсы экономики. И здесь отдельный вопрос, очень важный, это креатив или креативность, о которой мы с вами должны всегда помнить и говорить, когда мы говорим и о креативных индустриях. Да, мы со своей стороны понимаем, что это все экономика, что это процессы, это такие механизмы, которые позволяют создавать новые активы, но с другой стороны мы должны понимать, откуда эти активы будут браться. И я бы здесь хотел обратить внимание, не могу обойти эту тему, поскольку как методолог креативного мышления мне важно отдать некоторое понимание о том, что и откуда появляется, если говорить про идеи.
Во-первых, очень важный тезис, который объединяет в данном случае нашу сегодняшнюю тему или в целом вашу тему всей конференции про то, что нужно осознавать креативную индустрию, это Ричард Флорида, который в свое время как автор сформулировал понятие креативный класс, написал книгу одноименную и много еще чего написал. Вот у него есть очень классная и точная реплика: мы люди, а не боги, а значит не можем создавать что-то из ничего. Вот тут мы как раз приходим к одному важному аспекту, связанному с персональным развитием или с осознанием человека своих возможностей. Часто мы с вами говорим о каком-либо вдохновении, которое должно к нам прийти, и через него мы можем что-то создавать. Вообще, конечно же, ждать вдохновения – это последнее дело, особенно помня о том, что у нас эпоха большого количества идей, а значит, прямо сейчас кто-то где-то что-то создает, придумывает, регистрирует это и превращает это в как раз тот актив, который позволяет ему становиться предпринимателем, креативным продюсером и начать на этом зарабатывать. Значит, скорее всего, а это тоже довольно история проверенная, то, что он придумал, очень похоже на то, что придумываю сейчас я. Является ли это стоп-фактором для меня или ограничением в процессе генерации идей? Ну, конечно же, нет, потому что этот процесс не является ограниченным. Ну, вот как раз в контексте того, что вот есть вдохновение, это выглядит как ограничение, поскольку вдохновение, оно как бы приходит, оно может не прийти. И в этом смысле очень классно в свое время сказал Александр Сергеевич Пушкин: вдохновение – это умение привести себя в рабочее состояние. То есть это вполне себе инструмент, позволяющий запустить механизм генерации. А если мы сразу же опять вспоминаем Ричарда Флориду с его тезисом, что мы не можем создавать что-то из ничего, то нам, получается, нужны какие-то элементы, нам нужны какие-то атрибуты, какие-то кусочки будущего пазла. И вот все эти кусочки будущего пазла в виде уже конкретной идеи – это разбросанные вокруг нас в разных местах, в разных сообществах, в разных даже странах, в разных городах впечатления, ощущения, мысли, какие-то факты, просто какие-то картинки, слова и так далее. И здесь, чтобы понять, как это работает, я бы вам напомнил об азбуке, о нотном стане. И мы с вами понимаем, что вот азбука содержит набор букв, который в результате является основой всего того, что мы с вами проговариваем, озвучиваем. Особенно это, мне кажется, ценно упоминать или вспоминать в контексте библиотеки. То есть огромное количество книг основаны на 30 с небольшим буквах, которые в результате складываются в слоги, слоги в слова, слова в предложения, предложения в тексты. А потом еще помимо того, что у текста есть какая-то просто мысль, там появляются еще скрытые смыслы. Те, которые между строк, те, которые на ощущениях, которые перемежаются с нашим опытом. И в результате мы получаем абсолютно невероятное ощущение от того, что раньше было просто буквами. И в этом смысле особенно мощно выглядит нотный стан, 7 ноты, которые в результате тоже приводят нас к невероятным мелодиям, слушая которых мы открываем в себе какие-то невероятные ощущения от самих себя или от пространства, в котором находимся. Музыка способна возбудить в нас какие-то невероятные мысли, ощущения, образы и так далее. Так вот, мы с вами говорим о том, что эти элементы, они существуют, мы их используем в течение уже многих сотен лет, и они в результате приводят к невероятным новым решениям. Что это, если не иллюстрация, не демонстрация того метода, который должен у всех нас быть? То есть нам нужны исходно элементы, и нам нужно эти элементы уметь правильно соединять. И вот говоря о креативности, мы, конечно же, сразу же приходим очень четко к интерпретации или к объяснению того, что это по себе за дефиниция значит. Креативность – это умение соединить уже известные элементы уникальным образом. И это как раз направляет нас уже в сторону того, как нужно нам с вами работать.
Если мы с вами не накапливаем определенный объем элементов разного нового характера в виде образов, в виде тактильных ощущений, в виде чего-то услышанного, прочитанного, пройденного ногами, да, вот пока этого в нас нету и это не поставлено на поток, нам очень сложно рассчитывать на то, что внутри нас будет, используя такое специфическое слово, но очень точное в этом моменте, инкубирование новых решений. То есть то, что происходит без нашего участия. Вот, например, я в своей работе часто использую просто бег. Когда у меня есть какая-то задача, я ухожу от 30 до часа процесс бега, и в результате в моей голове формируются решения от соединения элементов, которые связаны с конкретной задачей. Вот эти приемы выработки каких-либо решений, которые происходят самостоятельно внутри нашего ума, они используются профессионалами регулярно. Это я могу гарантировать как человек, который активно общается как раз с различными профессионалами из креативных индустрий на топовом уровне. Этот процесс отлажен, поставлен на поток, и многие люди как раз в этом нашли уже для себя огромные возможности, поскольку если вы профессионал в креативных индустриях, неважно, чем вы занимаетесь рекламой, снимаете кино или, может быть, создаете какие-нибудь спектакли, все это так или иначе требует от вас высокой концентрации и работоспособности. Так вот, чтобы вырабатывать решения, необходимо в себе этот аппарат настроить. И вот мы не можем создавать что-то из ничего, это ровно про это. Нам необходимы элементы, которые приводят нас к новым решениям. Ум наш сам разберется с тем, как это все синтезировать и объединять. Наша задача в себя это активно загружать. В общем-то, и конференции, и вот эти вот встречи профессиональные, они нам точно для этого же нужны. Мы до встреч, до вот таких разговоров, мы с вами находимся в ореоле собственных повседневных забот и вопросов. Когда мы с вами встречаемся, начинаем говорить на эти темы, в этот момент наступает совершенно новый для нас часто новые откровения, новые открытия. Они связаны как раз вот с этим взаимодействием с другими людьми, у которых есть другое мнение, другой опыт, есть набор кейсов, практик, которые они могут нам представить. А еще лучше, если у человека есть метод или какой-нибудь инструмент, который он нам отчуждает, и через это мы имеем возможность, приложив его на собственный опыт, на собственные идеи и возможности, находить что-то совершенно новое в том, что мы привычно не видели, или то, что как бы уже стоит на каких-то рельсах. По этой причине я призываю вас в этом контексте, думая о библиотеках, креативных индустриях, начать искать, а с чем мы можем соединиться. Вот это очень важный момент. Что может быть рядом с нами, чего никогда, например, не было в библиотеках, но сейчас в контексте вот тех функций, тех задач, которые она может выполнять, вспоминая про шаги, которые я рассказывал, вспоминая про возможность вдохновения для людей или создания условий для их развития, что мы можем принести такого другого, что может дать человеку толчок к действию. Вот, к примеру, винзавод. Он на своей территории, где много авторов, поставил отдельное сейчас агентство креативных индустрий, такой офис по поддержке креативного предпринимательства с акцентом на развитие культуры интеллектуальной собственности. Это к разговору о том, с чем они себя соединили. Еще интересный опыт из Калининграда, где деятели музейные, мне кажется, по ощущению это очень похоже на библиотеку. Так вот, деятели музейные, наиболее активная ее часть, которые в том числе имеют собственные персональные музеи, они сделали очень интересный ход. Они договорились с музеями, которые есть в городе, о том, чтобы на 1 месяц объединиться в рамках фестиваля, на котором кураторами музеев станут люди, которые не связаны никак с музеями. То есть, вот я в свое время был приглашен куратором в один из музеев, то есть я не музейный человек. Мой товарищ в свое время там поучаствовал, который занимается музыкальным продюсированием. Архитектор, театральный режиссер, деятель рекламной отрасли, создающий различные ролики. Так вот, их впустили в музейное пространство для того, чтобы вот этот процесс
или инструментарий сохранения наследия, который сформировался и который существует в музеях, его переосмыслили эти кураторы на новый лад. При этом именно в рамках этого фестиваля музеи не имеют права не соглашаться с предложениями куратора, потому что они отбираются специально, это точно профессионал своего дела, и на какой-то короткий период времени он приносит свой взгляд, свой подход к тому, как может привычная экспозиция быть выстроена, а может быть вообще убрана эта экспозиция, создано что-то другое. И аудитория знает уже про этот фестиваль и погружается в привычный музей совершенно в новом контексте. Это, конечно же, создает абсолютно невероятное новое ощущение от того привычного, куда люди приходят. Это к разговору о соединении. Да, вопрос только в том, кто курирует в данном случае музеи или в вашем случае библиотеки, насколько они понимают, что это все возможно, насколько готовы к таким действиям, насколько и заинтересованы в том, чтобы создавать в привычных пространствах непривычный опыт или тот новый опыт, который может с другой стороны развернуть, показать, как из себя и что представляет то пространство привычное, в котором мы работаем. У меня нет задачи сейчас говорить о том, что конкретно вам делать. Но у меня есть задача объяснить, в какую сторону необходимо мыслить, потому что мой опыт, опыт индустрии в целом и результаты тех взаимодействий, которые у нас происходят уже в течение многих лет, показывает наибольшую эффективность такого подхода. И на сегодняшний момент, учитывая вот эту вот индустриальность, которая присутствует в креативных индустриях. А здесь о чем я говорю? О том, что креативные индустрии ценны не отдельно существующими направлениями, как то архитектура, музейная деятельность или кластерная деятельность, театр и так далее, все это, и там гастрономия. Они интересны тем, что они существуют на стыке взаимодействия. Как, например, какой-нибудь «Сила света» или Dream Laser, которые в свое время создали абсолютно новую нишу о перформативных представлениях. Все вы знаете об этих визуальных проекциях на дома зданий и так далее. Здесь соединены и театр, и IT, и дизайн, и архитектура. И вот эти все знания одновременно создали совершенно новый продукт. Или, например, возьмем яркого деятеля из России Покраса Лампаса. Наверняка вы про него слышали, а если не слышали, то уже самое время с ним познакомиться, который соединил каллиграфию и дизайн. И туда еще сейчас приходит отдельно IT, отдельно туда приходит урбанистика, потому что его изображения, они интегрируются в огромные пространства, интегрируются в различные сферы и так далее. И это, конечно, совершенно новое ощущение того, чем мы до этого занимались. Так вот эта вот кросс-индустриальность, которая заложена в креативных индустриях в целом, она позволяет все время находить что-то новое, уникальное, интересное на стыке. И вот это вот ощущение на стыке – это очень важное состояние, к которому мы все с вами должны стремиться. Оно позволяет нам новое находить, оно позволяет нам все время быть в тонусе, и оно, самое главное, позволяет нам быть в процессе развития и поиска, который очень необходим, когда мы говорим с вами о создании чего-либо нового. А мне кажется, именно это сегодня является важной темой конференции, посвященной библиотекам в креативных индустриях. Я думаю, это вот ключевое, что я хотел бы сегодня сказать. Я помню, что еще хотели оставить время на вопросы, готов на них отвечать.